Первая точка в Мутном материке – новая врачебная амбулатория, которую построили на средства в рамках соглашения правительства Коми и нефтяников. На строительство и оснащение здания потрачено почти 43 миллиона рублей. В настоящее время идет работа по получению разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и лицензии на медицинскую деятельность. Владимир Уйба дал поручение Минздраву республики дооснастить амбулаторию необходимым оборудованием, гематологическим анализатором и ультразвуковым сканером. Здесь идет строительство детского сада на 80 мест. Работы начались еще в 2015-м, но из-за недобросовестности подрядчика они так и не были завершены. С 1 июля этого года на объект вошла другая организация. Сегодня готовность здания 50%. Средства на завершение выделили нефтяники. В саду будут собственный пищеблок, большой универсальный зал, который можно использовать как актовый и спортивный, группы для яслей и ребят постарше. Чтобы малыши не простужались, предусмотрели подогрев полов. У нас плитка только в помещении с мокрыми процессами, то есть это санузлы, пищеблок, значит, и медпомещения все остальные, у нас сделано гомогенное покрытие. Общеобразовательная школа села готовится к новому учебному году. Здесь в сентябре в рамках регионального проекта «Современная школа» откроются центры цифрового и гуманитарного профилей. Точка роста. Место притяжения всего населения Мутного материка, конечно же, Дом культуры. Здесь творчеством занимаются и взрослые, и дети. С концертами часто выезжают другие населенные пункты. Участвуют в муниципальном конкурсе «Елага». У них очень красивые костюмы, у них сценическое оформление, техническое решение бывает интересное в последние годы. Вот они прямо идут в ногу со временем. Причем под них подстраиваются другие. Да. В Селе Божий руководитель региона осмотрел новый двухквартирный дом для специалистов-медиков. Его тоже поднимали на средства нефтяной компании. Здесь же будет достроено здание детского сада. Объект готов на 90%, и строительство планируется завершить осенью этого года. В разговоре с исполняющим обязанности главы сельчане рассказали об отсутствии устойчивой мобильной связи и интернета, о потребности в поддержке предприятий сельского хозяйства, о необходимости строительства Дома культуры в деревне Денисовка. Все озвученные вопросы взяты в проработку. Профильным министерствам даны соответствующие поручения по их решению. Елена Кононова, Николай Богданов, телеканал Юрган, Усинский район.